Аԥснынтәи аныхдырҵәа Баҭым инанагаз аԥсуаа уаҟа Жәеиза қыҭарҟны инхон, иара убас Баҭым ақалақь аҿы. Аԥсны ахақәиҭтәратә еибашьраԥхьа аҿар уахьынтәи арахь иаауа иалагеит. Урҭ дыруаӡәкуп Рауль Ҟаитан. Аҩноуп ихсаҳаз сандуз, саб иаҳәшьа, сан ихеицәажәоз уантәоуп зегьы раҵкыс. Дара даҽа бызшәала дара ицәажәаӡомызт. Аԥсышәала иуҭаху зегьы узҳәоу уҟоу? Мамо, ажәақәа сызхаӡом изаҳан иаҳа иаҳдыру бызшәак иаҳҵаз русшәала иаҳа сманшәалоуп. Рауль Ҟаитан Баҭым ақалақьаҿ дынхон. Уаҟа ашкол даналга, арахь даан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет афизика-математикатә факультет ҭалеит. Зқьи шәиԥшьынижәжәба шықәсазы иҵара анахиркәша, ара ауниверситет аҿы аусура далагеит. Аԥсныҟа иаара ақәшәеит аԥсуаа аҳәынҭқарратә хатәқәа ақәҵара ианазықәԥоз аамҭа. Совпало с такими моментами историческими, когда это в 89-го года, закончил я, значит, в 89-м, уже начались процессы, когда развал Союза, самоопределение всех этих республик, и уже вопрос стал, абхазский вопрос стал на первом месте. И в это время уже стало как-то понятно, что только вместе могут абхазцы собраться и что-нибудь добиваться своего. И многие тогда Народный фронт, Айтгылара, тоже большую работу проводили. Там Ачукба, Тимур Алиевич, кто возглавляли тогда, огромную работу проводили, чтобы привлечь сюда, в Абхазию. Аибашьра ианалагаз Рауль Баҭымҟа иҭаацәа дцаны дыҟан. Иҟалаз аниаҳа иаразнак арахь ддәықәлеит. Аха аара мариамхеит, доурыжьуамызт. Иаргьы имукәа шәачанӡа дааит, уантәи Аҟәаҟа. Год 92-й. Я работал администратором в Абхазфильме. Там съемки проходили, публицистический фильм «Свидетель». Там я был, значит, администратором, режиссер Миша Мархоля. И по окончании съемок они фактически закончились 9 числа августа. 9 августа, а 14 августа война началась. Но я находился в Батуми, но для завершения съемок нужны были еще там материалы, нужны были. И я повез их в Киев, работал в этой области. Но потом, когда завершились, уже, как бы сказать, эта монтажная часть, когда завершилась, и с другой стороны, попасть сюда было тоже очень сложно, пока Гагра не была взята. Я 18 числа из Сочи, значит, на гуманитарных этих кораблях я попал в Сухум. Там проблема была с этими документами. Мне удалось их, значит, направить для завершения фильма. А потом уже мне надо было отсюда просто уехать, потому что уже мне дали понять, что здесь тебе находиться, скажем, небезопасно. Аҟәа далҵны Гәдоуҭаҟа данца аҽны инаркны, итәыла ахьчара иҽазикит Рауль.
Убырҭ амшқәа инадыркны, иара мышкгьы Аԥсны аанимыжьыц ара дынхоит. Раԥхьатәи дызлахәыз ажәылара ианвартәи акәын. Я искал своих друзей, своих значит, однокурсников, с кем я учился. Вот, ну, кого я нашел, вот с их помощью, значит, я попал, значит, в одну группу. Но там, как говорю, не оказалось оружия. И, значит, потом я попал уже в том батальоне, в котором мы с 6 января до самых мартовских событий, мы фактически это вот в этом районе все происходило. Это Верхний Гумистинский фронт, так назывался он. И вот здесь мы находились. Та группа была Шамиля, он не дал приказа вперед идти, там было несогласованные были моменты. Нам не пришлось участвовать 5 числа. Вот сейчас это уже смешно, что люди идут в наступление, у них нет оружия. Вот это было на самом деле. Изгәалашәо рацәаҩуп марттәи ажәылараан амшқәа шыцәгьаз. Амш рнаҭомызт, аха ҳархәҭақәа усҟан иаҳа иазыҟаҵан, иҳәоит Рауль. Иара уи аамҭаз дызлаз Виачеслав анқәабнаҟәгаразы иҭоз Гәымсҭатәи ахырхарҭа аҩбатәи абаталион аӡы ирырц аҩада ешырала ицон. Хықәкыла аимадараҿ акәын дахьыҟаз Рауль ихаҭа. Были пасмурные погоды, но ребята были настроены как будто бы жаркое лето. Вот такой был настрой, такое было воодушевление. Даже капли сомнения ни у кого не было, что мы не сможем освободить город. Ну и вот первые группы, которые перешли, они выполнили все свои задачи, форсировали реку, встали на те рубежи, на которые вступили в бой в первый же момент, как только перешли. Но, к сожалению, последующие часы, когда должно было идти подкрепление, вот там произошла, вот, я считаю, дезорганизация. И вот она решила вот этот вот вопрос вот не в нашу пользу. Я занимался именно связью вот все это время, и с начала, и до самого конца. Я значит, был и полевой радист, и обеспечивал связью, значит, телефонной связью. Телефонная связь, она из, значит, полевого провода и вот этих вот аппаратов, которые показывают еще во время Отечественной войны, которая великая. И вот этим я занимался, а непосредственно в момент наступления там была такая ситуация, когда командирам вот этих батальонов было приказано, значит, не идти вперед вместе со своими группами и батальонами, а находиться, значит, как бы сказать, на второй линии. А почему это, я так понимаю, было сделано? Для того, чтобы, значит, подкрепление, которое подходит, чтобы их мотивировать и вовремя переходить. Но дело в том, что подкрепление вовремя не подошло. Мы, солдаты, мы выполняем приказы. Мне командир приказывает, значит, обеспечить вот на этом участке связь, обеспечить, значит, подход сил. Я вот занимался этим, что связывал вот те группы, которые должны были на подкрепление идти. Но это в тот день, вот это 15 на 16. Ари ажәылараҿы ҳархәҭақәа ирықәымҿиеит. Раԥхьа ицоз иахьырхәҭаз инеит, рыҽдырӷәӷәеит. Аха Рауль иажәақәа рыла рышьҭахь дара ԥсахнаԥхьаҟа ицараны иҟаз ацхыраара мниӡеит. Когда этого не произошло, те группы стали попадать в окружение, потому что у них первый шок прошел, и они уже стали наращивать, начали привозить много людей, и у нас начали потери. Раненые, погибшие, надо было их вытаскивать. А потом с нашей стороны те группы, которые, значит, подходили,
Ну, я лично вот с группой, кабардинской группой, значит, я к ним меня прикомандировал, и я переходил вот вместе с ними, вот, форсировал реку. Да, вот вместе с ними, я у них как проводник был. Они говорят, ты же абхаз, показывай дорогу. Вот с ними переходили, но в тот момент уже переднюю линию они заняли, вот, противники наши. И там завязался бой, там у нас раненые, погибшие ребята оказались. И мы фактически должны были обеспечить отход наших из района вот, Зеркала и район Висячего моста, должны были обеспечивать выход их. Но так оказалось, что нас самих уже надо было, как бы сказать, помощь оказывать. И потом мы уже своих раненых переносили через реку, погибшего там кабардинца, молодого парня, 18-летнего. Меня командир попросил, что мне этот мой сосед, который живет прямо рядом со мной, я не могу его здесь оставить. И вот мы его переносили. Потом еще через сутки, это вот 17, уже 18-го, уже организованный отход был с той стороны. Вот этих, наш батальон, там был группы, вот этот Град, Эвкалипт. Вот они, когда организованно, уже когда выходили, мы спускались прямо на берег. Ну, в основном в темное время, потому что в светлое время не давали возможности там обстрелам, даже подойти не давали. Ну и в темное время там тоже все взрывалось и падало. Ну, мы людей вытаскивали, поднимали, многих не спасли, многие погибали прямо переходя. Война есть война. Иней кумша, бхиqatsasha ныҟамла, шьҭахагьы жьыр акәхеит. Аха уи ус имариамызт. Аӷа иабџьар зехьынџьарантә ирықәкын. Амҩаҿы агәаҟрақәа ирықәшәеит. Рауль агәыԥ ицалаз рахьынтә иҭахаз ахәырӷәақәа зауз рацәаҩхеит. Уровень воды поднялся резко. Вот если переходили по колено, вот, были места, обратно, когда уже выходили, были места выше головы. Такое течение. Ну, говорят о том, что там с помощью шлюзы открыли и подняли течение. Это можно было регулировать этим, наверное, я так думаю. Спасали раненых очень многих. За вот эти 3 дня, очень много людей мы потеряли. Марттәи ажәылараантәи аамҭа хьанҭақәа рахьын Рауль ихамышҭуа игәалашәараҿы инхаз ахақәиҭра зԥхьаҟа ицоз арԥарцәа ргәымшәареи ргәаӷьеи ахақәиҭра зегьы ишрызыхиази роуп. Ни тени сомнения, что для чего они идут. Потому что они шли освобождать свои дома, свои земли, свою родину освобождать. И это не громко, а ради этого они жизнь свою не жалели. И на самом деле вот этот, кто это когда-нибудь увидел своими глазами, это не перепутает никогда ни с чем. Рауль ҟаитан дызлаз Гәымсҭатәи афронт аҩбатәи абаталион иалаз реиҳараҩык анҭаха инхаз идкыланы арҟәша ҿыц еиҿыркааит. С Эвкалиптом, Автогардский назначили командиром. Там еще несколько групп объединились и создали новый батальон, полноценный, уже, как говорится, уже все прошедшие из них. Уже не было тех, которых надо было бы чему-то учить. В летнем наступлении с этим батальоном, наш батальон участвовал. Все, которые задачи нам ставили, мы их выполняли. Нам это не было сложно, потому что это были все повидавшие, обстрелянные бойцы. Это была уже настоящая армия. При наступлении на Цугуровку и потом, Афоно-Ишерский батальон, наступал первым на Каман. Взятие Камана, после них через несколько часов мы буквально за ними пускались там до Шромского моста.
вот осваивали, там тоже у нас были потери. И потом уже бои за Шрому, в них мы тоже участвовали. Там были у нас, как бы сказать, разные были ситуации, когда пытались нас и в плен взять, в смысле в окружение взять. Но человек, повидавший, как бы сказать, вот он понимает, что безвыходных ситуаций не бывает. Что окружение это еще не последнее дело. Из окружения можно выйти, если все друг друга понимают. И много очень ребят, которые... Вот что запомнилось, это вот такой боевой дух и такой оптимизм. Не было такого, что... Вот я вот не помню такого, чтобы кто-нибудь говорил, вот нас убьют или нас, что с нами будет. Вот таких панических вот не было. Вот что было, это мы обязательно, мы добьемся. Даже люди, умирая, радовались тому, что мы сопротивляемся, и мы обязательно добьемся, что освободим Родину свою. Аҟәа ахақәиҭ праан ижәылоз архәҭақәа зегьы еиҿкааны еиццон. Рауль Ҟаитан дызлаз аҩбатәи абригада актәи абаталион Шрома ҳәа изышьҭаз гәымала илбаауан. Иара дахьыҟаз аимадараҿгьы зегьы еиқәшәан, анапхгаҩцәеи аԥхьагылаҩцәеи оуҩқәшәа рыла ԥхьаҟа ицон. Не было больших проблем уже взаимодействия между нами самими. Очень хорошо было организовано. Сосналиев, его голос всегда был в эфире, поддерживали. Не то, чтобы не было сопротивления со стороны противников. Просто мы стали очень объединились очень сильно. Понимали друг друга просто с полуслова, и потом обеспечили связью. Значит, все группы были обеспечены. И это все сработало, все вместе. Это огромные усилия там и нашего первого президента Владислава Григорьевича. И вот у всех была одна цель, и вот все шли к этому по мере своих сил, делали возможное и невозможное. Постоянно находился рядом с командиром, потому что это все в движении происходит. А связь, она нужна для обеспечения координации, чтобы кто-то не отстал, и кто-то, чтобы вперед не убежал. И это я в глобальном смысле говорю, но многое, что другим было недоступно, я слышал, как бы сказать, в ушах своих. И при взятии города было очень удобно, допустим, нам связываться с теми группами, которые рядом. Мы могли выравнивать и идти, как бы сказать, не рваными, а одной линией шли. И это все получилось. Аибашьра анцо, ауаатәыса рыԥсҭазаараҿы еиуеиԥшым ахҭысқәа ҟалалоит. Ауаҩ игәы казыжьуа реиԥш игәы шьҭызхшагьы. Убас Рауль ихамышҭуа игәалашәараҿы инхеит зегьы шәиԥшьынҩажәаҩа шықәсазы Гәымсҭа ашықәс ҿыц ишаԥылаз. Что у них было оружие, если не сказать в 100 раз, но в 10 раз превосходило, это факт. Потому что мы на Новый год, значит, на Верхнегуместинском мосту, значит, ввели там, значит, позиционную такую, значит, охраняли его. И уже с половины 12-го, идет стрельба, Новый год, никто не отменял, война тоже этому не мешала. Вся ихняя сторона, в общем, светится, а у нас приказ был беречь патроны и не стрелять ни одного патрона. Потому что каждый, значит, выстрел был как бы... Да. Но
Где-то без 15-12, за 15 минут до, значит, боя курантов, вся наша сторона без приказа одновременно залпом выстрелила весь наш запас. И вся гумиста осветилась вот этим вот. Но это как бы показывало нашу, как бы сказать, не то чтобы мы не отчаивались, но ну, праздник, как бы сказать, был и у нас тоже, но он был разовым и очень мощным. Батым Рауль Ҟаитан дахьынхоз аԥсуаа ашырацәаҩымызгьы аԥсуа ҵасқәеи ақьабзқәеи ныҟәыргон. Даҽа милаҭк ишеиуам, ишыԥсуаа рдыруа ирааӡон. Там, где мы жили, очень много родственных связей между теми, которые там живут, и сейчас тоже. Ну, обычаи там соблюдали, и сейчас тоже соблюдают. Даже на дальних родственниках не женятся, замуж не выдают. Это у нас, как бы сказать, там железное такое правило. Очень много вот, значит, женятся вот из Абхазии, значит, невест приводили и сюда выдавали замуж. Вот это много культур, и каждый старался показать свою культуру на высшем уровне. Можно было издалека понять, что это абхазка или абхазец по поведению. Почему? Ну, а потому что, как бы сказать, каждая культура имеет свои особенности, которые не похожи. Они могут быть, как бы, в каком-то смысле кому-то непонятными, не то, что они хорошие или плохие, могут быть непонятными, но они такие, какие есть. Они сразу выделяются. И потом культура вообще общения, вот, например, ну, нас это воспитывают с детства, что прежде чем что-то сказать, надо всех послушать и потом делать свое мнение, говорить, как бы анализируя. А, допустим, вот если там, допустим, конфликт даже бывало такое, они именно, вот если сосед абхазец, они его зовут, чтобы он их, потому что там традиций больше, вот как бы вот этого, ну, опыта, наверное, больше, потому что много чего пережили. Рауль ишьҭра Ҟаитана арантәи аныхдырҵәа раԥхьа Ҭырқәтәылаҟа иагеит. Уахьынтә Аԥсныҟа иаарц егьырҭ аԥсуаа идырҽеибыҭан идәықәлеит, аха иаармышьҭит, ус алоу Батым ишынхаз. Уже возвращались после окончания Кавказской войны, возвращались как бы на свои, их не пропустили, там поставили заслон, и часть осталась там в Батуми, часть вернулась обратно в Турцию. Ну вот это, ну, большие потрясения. Вот сначала попали в Турцию из вот район Гагры, вот выше Гагры, вот где они проживали. Я вот точного места не знаю, к сожалению, я хотел бы знать, но вот как-то вот не передалось до меня. А попали в Турцию, ну, Хайтана Йогас. Вот папиного отца я не видел, он раньше этот, как бы, его не стало. А вот маминого отца, вот, Халгы Хуршит, их сыны, и он Калген, ой, псышила мацара чайгам, ой, я хочу зе, да че бесфелов чайверги удзомыс, вады ханхоз. Ну, очень серьезный такой человек. Аибашьра анилга Рауль иҭаацәа Батым иаанымгылаӡеит, арахь иааит. Иаб иԥсҭазаара далҵхьеит, аха иани иаҳәшьцәеи ара инхоит. У нас 2 брата было и 3 сестры. Из братьев я самый старший, а отец уже был на пенсии, Назги Дычмузихан. У него болезнь. Я думаю, это вообще было от нервов. Переехал сюда, мы как бы сначала все можно было повторить. И вот спрашивают, что бы ты сделал, если бы там, я бы сделал бы то же самое, что я сделал. Первые дни, когда здесь случилось, что меня здесь не было.
Вот я, наверное, в первые дни сюда попал бы. Рауль Ҟаитан Леони орден ианашьоуп, ҭаацәароуп, иҩнаҭаҿы хҩык ахшара ирызҳауеит. Иара аҳазалхаратә еилакаҿы аус иуеит, аподполковник ҳәа ахьӡ ихоуп. Баҭым инхо аԥсуаа Аԥсны еиуеиԥшым араионқәа ирылҵыз роуп. Иҟоуп иахьа Аԥсны иахьаҵанамго аҟынтәи ихҵәазгьы. Дара рхыԥхьаӡара жәанызқьҩык рҟынӡа инаӡон. Иахьала уиаҟара ирацәаҩымзаргьы иагьмаҷҩым. Аха еилкаам аԥхьаҟатәи рԥеиԥш ауп. Иуҳәар алшоит Рауль Ҟаитан еиԥш зыԥсадгьыл ахьихынҳәыз, изықәҿиаз иреиуоуп ҳәа.